Тельбюреш yaşıyoruz. Таувыктем дылы. Гоштеле квичкоде тимоне. Напишите, пожалуйста, слышите вы меня или нет. Ожьен ашмелен тунне дасодигети урок мы. Сегодня у нас 11-й урок. Ашмелен вакчияк экспресс-курс мылен. Мон малпачко оглом дас чижим, яки дастя мыс урок мылос. Я думаю, что у нас в целом будет где-то 17 или 18 уроков. Последний урок будет такой, галопом по удмуртскому языку, то есть все, что мы с вами изучили, будет в таком очень сжатом, в очень насыщенном формате, чтобы у вас создалась некоторая структура, система удмуртского языка, что на какой полочке лежит. Итак, ожьен тунне. Итак, сегодня что у нас будет сегодня на уроке? Значит, мы с вами сегодня повторим еще раз аккузатив, наш любимый винительный падеж. Дальше мы возьмем новый падеж разделительный, и по ходу вы поймете, почему он чаще всего идет в паре с аккузативом, почему их разумно изучать вместе или очень последовательно. Вот. Ну и урок Лыбуде Кырджан у нас будет аудирование снова, песня, тоже классическая песня в удмуртской культуре, скажем так. Мне кажется, что каждый удмурт знает эту песню. Ну что, ожьен. Итак, давайте приступим, начнем с повторения, то есть повторение, закрепление, может для кого-то новая информация, аккузатив, винительный падеж или аджон бошьет. Да, вопрос у нас кине мае, во множественном числе киньосты, маосты, киньосыз, маосыз. И вот по сути, да, в вопросе вот эти «э-е», они дальше будут проявляться в притяжательном склонении, а также в склонении личных местоимений. То есть вот эти все местоимения русского языка «мой», который меняется «моего», «моему» и так далее, в удмуртском языке само местоимение меняется по падежам. То есть в русском языке само слово «мой» меняется, а в удмуртском «я» меняется по падежам. Вот. И про киньосты, маусты, киньосыз, маусыз мы тоже с вами обсуждали, что у нас есть два варианта множественного числа. Это более северный вариант, где используют суффикс «ты» после множественного числа. И есть южный вариант, суффикс «из». Да? Когда мы говорим о любом вообще падеже, то мы рассматриваем несколько аспектов. Да? То есть мы смотрим простое склонение, как ведет себя существительное без личных притяжательных суффиксов в этом падеже. Мы смотрим, как ведет себя существительное с лично-притяжательными суффиксами в падеже, то есть это притяжательное склонение. Третье, мы смотрим личные местоимения, как ведут себя в этом падеже. И четвертое, мы смотрим случаи употребления этого падежа. То есть 4 пункта, которые мы в случае каждого падежа рассматриваем и разбираем. Вот, давайте для начала аккузатив вспомним простое склонение. Да? Напоминаю вам, что в удмуртском языке есть два типа аккузатива. Есть бессуффиксальный. Тут вот вы не смотрите на пропорции, это примерно, то есть это не статистические данные. То есть примерно половина случаев, когда у нас бессуффиксальный используется аккузатив, и остальная половина случаев делится между множественным числом «ты» и «из» суффиксы «эз», да, которые идут после твердых «дезлнст», а также после однослоговых существительных, которые заканчиваются на «у», «ю» и «ы». Да. Здесь классический пример слова «лы», «кость» будет «я вижу кость» или «я бросил кость», «лэс», в то время как собака, собаку в аккузативе будет пуны-ез, да, потому что пуны – это уже два слога. То есть вот ез по принципу остаточному у нас получается, то есть эз у нас идет после твердых дезлнст и после гласных в однослоговых словах, после гласных у, ю и ы, а ез во всех остальных уже случаях, после мягких, после остальных гласных и так далее. Вот, итак, да, вот то, о чем я проговорила сейчас, то есть мы, как мы действуем, нам надо поставить слово в аккузатив, да, нам надо сказать «я вижу что-то»,
мы сначала определяем, это множественное или единственное число. Если это множественное число, то я вам рекомендую тактику северного удмурта. Северные удмурты 99% добавляют суффикс «ты». Южане избирательно добавляют суффикс «ыс», то есть избирательно делают суффиксально множественное число. Где-то ставят, где-то нет. Поэтому тактика северного удмурта ставить суффикс «ты» после множественного числа, она более выигрышная. Да, юхан и мойка. Вот, дальше, единственное, да, то есть мы смотрим, если у нас не множественное число, а единственное, то мы смотрим на последнюю гласную. Если это твердое ДЗЛНСТ, то мы добавляем суффикс «с». Если это слово, которое однослоговое и заканчивается на «у», «ю», «ы», то мы тоже добавляем «с». Во всех остальных случаях, то есть по остаточному принципу, мы добавляем суффикс «ес». Угу. Случаи употребления, да, то есть когда мы ставим суффикс, когда мы не используем суффикс. Главный фактор, решающий в пользу суффиксального аккузатива, то есть что мы должны поставить суффикс в единственном числе, да, тут мы в первую очередь говорим о единственном числе, потому что во множественном числе, я говорю, тактика северного удмурта, мы ставим множественное число и уже не думаем, определенный объект, неопределенный объект. Вот, в единственном числе. Значит, главное слово, да, главный принцип – определенность. То есть если у нас объект определенный, то мы ставим суффикс аккузатива, за счет чего достигается определенность. Это имена собственные, это зооназвания, это название профессий, сферы деятельности, да, какие-то термины родства. То есть все, что указывает на живой объект, да, то есть это какой-то конкретный живой объект. Ну и, соответственно, вот эти глаголы «я вижу», например, логично, что я вижу что-то определенное, конкретное. То есть это вот прямо перед глазами уже, поэтому это что-то конкретное, определенное. Дальше есть такие слова-маркеры, как указательные местоимения или определительные местоимения. То есть такие указательные местоимения, как «со», «тот», да, который совпадает с формой «он», «она», «оно», и «та», «этот», и образованные от этого варианты «тот», «именно тот», «именно этот», да, и слово «кудис» тоже, «кудис» – это у нас «который из», то есть тоже с выделительно-указательным суффиксом, о котором я вам упоминала на прошлом занятии. Он сегодня у нас тоже всплывет. И такие местоимения, как «вань», «все» или «будес» целиком. Да, то есть вот это слова-маркеры, которые будут нас настраивать на употребление суффиксального аккузатива. Дальше еще это могут быть какие-то конструкции, например, указание на место, откуда этот предмет, да? То есть тем самым мы даем конкретику. То есть какие-то еще слова дополнительно, отдельно стоящие, не местоимения, которые будут давать некоторую конкретику этому объекту. Вот. То есть, например, смотрите, Джек коркапукте, Джек строит дом, да, то есть мы не знаем, какой он строит дом, мы его не видели, скорее всего, да, то есть нам важно подчеркнуть само действие, что Джек не баклуши бьет, а строит дом, вот. Дальше, такоркес Джек пуктис, этот дом построил Джек. Во-первых, здесь уже есть маркер там, и сразу мы понимаем, что вот этот, то есть мы, скорее всего, его видим или мы знаем о нем. То есть вот сразу дается определенность за счет указательного местоимения «та». Дальше множественное число, да. Джек та коркаус сис или коркаус ты пуктис. Джек коркаус ты пуктис или Джек коркаус ты пукте. Ну вот когда Джек строит дома как профессия, да, например, то есть вообще в удмуртском языке очень часто употребляется или должен был бы употребляться единственное число в тех случаях, когда мы говорим про категорию. Например, я люблю бананы, я покупаю в магазине малину, да, то есть
там категория может за счет единственного числа существительного что-то такое, как скажем, не единичное, а то, что измеряется килограммами, допустим, да, то есть мы это можем через единственное число сказать. Или здесь тоже, да, если он как по профессии, он строит дома, тоже вы через единственное число сказали. А здесь мы видим конкретно эти дома, и вот за счет еще маркера «та» тут уже прям вот и южане поставят множественное, ну, тут во множественном числе поставят суффиксальный аккузатив. Вот. Итак, да, то есть вот кратко еще раз про аккузатив. Одна из самых таких интересных тем удмуртского языка, причем это мы с вами посмотрели простое склонение, то есть у существительного здесь нет притяжательного суффикса. Давайте повторим с вами, попробуем написать предложение, да, самостоятельно. Лексику я вам здесь прописала. То есть вот здесь с 3 по 6 вопрос, это вот вам подловить вас, да, где тут определенность, где ее нет. Вот, а 1 и 2 тут еще и плюс надо повторить конструкции «мне хочется, не хочется», вспоминайте, и что-то нужно, да? Ну что, давайте попробуем. Надеюсь, что у вас получится хотя бы вот эту часть, 3, 6, если очень тяжело, и тут уже конструкции, потому что мы их уже брали давно, практики нет. Вот, давайте хотя бы вот с 3 по 6 начните с них, а потом уже делайте 1 и 2. Да? То есть вот делайте «ты выпил молока», «ты выпил все молоко», «ты выпил вчерашнее молоко», «ты выпил молоко со стола», да, и лексика дана здесь. Вопросительную частицу «а» можете куда угодно сейчас ставить, здесь, потому что зависит от интонации того, кто произносит это предложение. На письме мы этого не видим. Какое слово в фокусе, какое слово более интересно вопрошающему. Вот. Итак, давайте я вам даю 1,5 минуты, потом мы вместе проверим. Угу. Так, ужашко. Да, ВЖД-СНВ, извините. Значит, Мондаш, давайте посмотрим, что получилось. Кейтоксия, Юханы. Итак, надо добавить соли. Сылал ватсано. Да? Вспоминайте конструкция оно, йоно, но. Или кто-то, если написал абсолютно синонимичную конструкцию, ватсаны куле. Да? Через куле. Здесь соль не конкретная, да, просто что надо добавить соли, ее не хватает. Вот, не хотим есть мясо, здесь мясо тоже как категория, поэтому сильщем мы уход. Если вы видите какое-то конкретное мясо, да, вот это мясо я не хочу есть, вы уже сразу все ставите суффиксальный аккузатив, да, и ставите указательное местоимение «та». Чем мы уход. Сейчас дойдем. Так, с этим разобрались. Дальше идем к молоку. Да? У нас тут несколько предложений. Ты выпил молока, тон ел юида. Да? Здесь просто вопрос, во-первых, тут молока не указывает, что все молоко, да, ты выпил молока, тон ел юида, то есть здесь нет определяющего слова, которое дает некоторую определенность этому молоку. В отличие от следующего предложения, все молоко, ты выпил все молоко, тон вань ел юида. Здесь никак нельзя уже сказать тон вань ел юида. То есть здесь только суффиксальный возможен со словом вань. Если тут вот еще может быть тон ел юида, тут если может быть такой еще случай в разговорной речи, что вань опускает, да, и тогда различие между двумя предложениями будет в том, что тон ел юида
будет означать, что ты прям вот допил это все молоко. То есть у вот этого суффиксального аккузатива есть еще оттенок завершенности действия, то есть вот прям что все целиком. Вот, а за счет «вань» оно здесь уже усиливается, подчеркивается, утверждается. Да? В третьем в предложении, если выпил, то есть завершено действие, значит, елес. Да, елщины или юны, особенно про животных елщины. Особенно старшее поколение про елщины говорит, да, а более молодое, конечно, уже юны используют. Вот, ты выпил это молоко, тонта елез аюид или тонта елез юида, да, то есть тут в зависимости от того, на что мы фокус ставим. То есть здесь тоже это молоко, какое-то конкретное, определенное. Ты выпил вчерашнее молоко, тон толло елез аюид, да? То есть здесь слово толло указывает на определенность, что это не сегодняшнее, а именно вчерашнее. То есть мы, скорее всего, знаем, о чем идет речь, поэтому вот это прилагательное толло дает нам понимание определенности этого объекта. Ты выпил молока со стола. Тон джек вылыш елез аюид. Да, здесь уже тоже за счет джек вылыш со стола вот эта характеристика дает определенность уже молоку. Поэтому вот видите, вот в этих предложениях, где есть слово «вань», там, где есть указательное местоимение «та», там, где есть прилагательное «толло», там, где есть сочетание существительного с послелогом, и указывающее на место происхождения этого молока, то есть со стола. Это все какие-то маркеры, которые дают определенность нашему молоку. Угу, да, умой, если, Аня, если легко, то это очень хорошо, да. С притяжательным склонением чаще всего бывают проблемы. То есть здесь, смотрите, да, то есть у нас, если есть четкий маркер, то мы сразу ставим суффиксальный аккузатив. Про юны, щины, опять говорю, что это такая меняющаяся тенденция, да, то есть щины, елщины, есть молоко, и юны молоко, сейчас по кальке с русского языка. Вот, дальше, да, вот как я сказала, мы посмотрели простое склонение в аккузативе, что происходит с личными местоимениями, да, то есть вот у нас был вопрос кине. И вот как раз местоимения являются носителями этого суффикса. То есть было «мон», в аккузативе будет «моне», «меня», «тон», «ты», «тоне», «тебя», «со», «сое», «он», «она», «оно», и в аккузативе, соответственно, тоже суффикс «е» добавляется. Во множественном числе тоже, в зависимости от варианта южный, северный, вы выбираете либо «милемыс», либо «милемды», либо «тиледыс», либо «тиледды», либо «соостыс», либо «соосты». Это абсолютно на ваше усмотрение. Вот. Так, это мы уже посмотрели. Дальше смотрим притяжательное склонение, то есть вспоминаем, точнее говоря, притяжательное склонение. То есть собака нам в помощь. Пуные – моя собака, пунеме – мою собаку. То есть е меняется на ме. Опять вот здесь, да, те же самые буквы, те же самые суффиксы, которые преследуют нас из одной части речи в другую, из одного суффикса в другой. Медезе – медуза. Во множественном числе мез-дез-зез. То есть здесь еще появляется с. Да, тоже S такая буква, такой звук для множественного числа. Вспоминайте, что у нас суффикс множественного числа ос, йос, суффикс для существительных. Пуные – моя собака, пунеме – мою собаку. Я люблю мою собаку. Пунее – пунеде, пунеес – пунезе, пунемы – пунемес, пунеды – пунедес, пунезы – пунезес. То есть е, ед, ес меняется на медезе. Да, медуза, вспоминайте. Так, то есть если как бы суммировать все, сводная таблица суффиксов, то есть здесь нам надо запомнить притяжательное склонение, да, вы можете запоминать в парах, здесь было, да, то есть можно запоминать в парах ме, мес, дт, дес, тес,
зс, то есть просто добавляется суффикс «с» на конце во множественном числе к суффиксам в единственном числе, которые. И здесь независимо от того, вот этих объектов много или мало, вот к ним будут вот эти суффиксы добавляться. Угу. То есть здесь вот сводная таблица, то есть нам надо запомнить главные лично-притяжательные суффиксы, да, в аккузативе, потом определить, у нас суффиксальный, бессуффиксальный будет аккузатив, во множественном числе тактика Северного Удмурта мы всегда ставим «ты», и запомнить личное местоимение, как выглядит в этом падеже. Итак, идем дальше. Сегодня мы берем еще один падеж, разделительный падеж или люкон падеж, да, вошьет. По ходу поймете, почему он идет прям сразу. Вот. И тут, Аня, тебе привет. Да, как раз картинка из проекта «Финно-угорские комиксы». Значит, чонари – это паук. Да? Моннокин лещ у кышкашка. Я никого не боюсь. Гондерлещно, чонари-лещно. Ни медведя, ни паука. Ну и дальше видите, что происходит. Приходит чонари, паук, чонари буэ, но кышкаса перджей. И, испугавшись, убегает наш бравый герой. Вот, то есть, смотрите, вопрос разделительного падежа. Кин лещ, кин йослещ, малещ, маослещ. Что мы здесь видим? Мы видим здесь наши местоимения кин и ма, и к нему добавляется суффикс, показатель этого падежа, суффикс лещ. Да? То есть и во множественном числе он тоже добавляется после, в конце, скажем так, да? То есть никаких изменений в корне слова не происходит. Нокинлэш или нокинлэш. В удмуртском языке есть такие местоимения, где двойное ударение, то есть кто-то говорит нокинлэш, а кто-то нокинлэш. Вот это, можно сказать, как приставка «но», она дает отрицание «никого». Да? То есть кинлэш «кого», а нокинлэш «никого». Вот, соответственно, гондерлэш «медведя» и чонарилэш «паука». То есть, видите, я боюсь кого в русском языке, у нас управление аккузатив. В удмуртском языке глагол «кышканы» бояться употребляется с разделительным падежом. То есть будут такие глаголы, которые требуют управления определенного, в отличие от то есть отличные от русского языка. И их надо будет запомнить. Вот, то есть, смотрите, простое склонение, опять, да, идем по 4 пунктам в каждом падеже. Простое склонение, притяжательное склонение, личное местоимение и случай употребления. Простое склонение, просто добавляется суффикс «лэш». Здесь замечу только, что в разговорной речи в ряде диалектов вы можете встретить вариант «мар-лэш» или «мар-йос-лэш». Да? То есть «мар», они употребляются среди удмуртов и то, и это, но литературным вариантом считается «ма». Угу. То есть простое склонение, просто добавляется суффикс «лэш» без каких-либо изменений. С притяжательным склонением что? То есть опять нам в помощь собака. Пуные моя собака. Я боюсь там моей собаки. Пуные лэш. То есть видите, здесь суффикс «лэш» во всех лицах будет добавляться после лично-притяжательного суффикса. То есть это такой очень адекватный, очень простой в этом смысле падеж. То есть, да, в отличие от аккузатива, где какие-то комбинации, модификации происходили, здесь у нас все четко. Здесь все можно разбить по кирпичикам. То есть лэш суффикс этого нашего люкон бошьет, падежа, и между корнем, основой слова и падежным суффиксом у нас стоит лично-притяжательный суффикс. То же самое, да, пуные твоя собака, пуные длэш твоей собаки. Пуньез его собака, пуньез лэш его собаки или ее собаки. Пунымы наша собака, пунымы лэш нашей собаки. Пуныды ваша собака, пуныды лэш вашей собаки. Пунызы их собака, пунызы лэш их собаки.
Угу. То есть, видите, здесь примеры как раз я написала, то есть глагол кашканы как раз требует вот этого разделительного падежа. И смотрим четвертый, нет, надо было, где у меня местоимение. Ну, давайте посмотрим сначала посмотрим сначала случай употребления, а потом посмотрим, как себя ведут личные местоимения в этом падеже. Значит, как я уже сказала, это будет управление ряда глаголов. То есть мазманы, скучать, тоже будет с этим падежом. Кашканы, бояться, юаны, курыны, просить, юаны спрашивать. Вот юаны и курыны, опять-таки, под влиянием русского языка очень часто уже замещаются аккузативом, винительным падежом. То есть употребляется уже не этот неразделительный, а ставят аккузатив. Поэтому не удивляйтесь. А джем карны, например, брать пример. А кальтыны, я устала от карантина. Мон карантинлэш акальтыни. Да? То есть акальтыны в прошедшем времени. Мон карантинлэш акальтыни. Ну и, соответственно, тут больше глаголов. Вот это, наверное, наиболее часто встречающиеся. Мазманы, кашканы, юаны, курыны. Вот эти глаголы очень часто будут встречаться. Дальше как бы прямое значение, отдаление, отчуждение от объекта. То есть отделился от матери, например, она езлэш висящкис. Да? Отделился от клетки, да, если мы про биологию там говорим, и так далее. Дальше материал, из чего сделан объект. Пулэш, да, слово пу – дерево, пулэш – из дерева, вулэш – из воды, куртлэш – из металла. Дальше причина, то есть здесь вот я вам сейчас напишу. Причина, то есть за счет этого суффикса «лэш» мы указываем на причину. Здесь вы можете вспомнить, кто помнит или знает, «из-за». Есть такой послелог «из-за». Например, «конит лэш» – пиневище. Да, слово «конит» – сладкий, или южане скажут «голькыт», от сладкого болят зубы. От холодного болят зубы, кежитлэш, пиневище, да, и так далее. Например, из-за дождя, зорлэш, да, или зорсерен. Есть еще потом, ну это как бы далеко забегая вперед, есть еще деепричастия, которые, суффикс деепричастия, которые тоже указывают на причину чего-либо. Вот. Сравнение, сравнительные конструкции. В сравнительных конструкциях, где мы сравниваем пунлэш леггес, злее собаки. Это мы отдельно рассмотрим. Да? Джичик йон шарышкес кичгес. Лиса хитрее по сравнению с волком. Да? И как раз у нас еще и песня будет сегодня тоже с сравнительными конструкциями. И притяжательная конструкция, вот то, почему как раз они идут, разделительно идет сразу после аккузатива, как раз вот это относится к притяжательной конструкции. И про это мы тоже отдельно поговорим. То есть вот эти сравнения и притяжательные конструкции обсудим сейчас отдельно. Так, учкишком. Значит, начнем, во-первых, с личных местоимений, как они себя ведут в разделительном падеже. Мы с вами уже смотрели остальные падежи, то есть вот это те 8 падежей из 15, по которым могут изменяться живые существа, скажем так, да. Остальные локальные падежи, по ним, как правило, не могут меняться живые объекты. Но там тоже есть исключения. Вот, то есть в сторону человека, например, мы можем сказать через падеж. Но там вот прям блок локальных падежей, если вы прям целиком посмотрите всю таблицу, то вот мы взяли 3 падежа локальных, они вот прям базовые. Оставшиеся, сколько у нас получается, 4, они такие умирающие, скажем. Они замещаются сейчас все чаще послелогами, к сожалению, или к счастью, не знаю. Ну, наверное, к сожалению, все-таки. Итак, вот особенно надо здесь запомнить разделительный в связи с родительным. Да? Почему
сейчас будет ясно, вот как раз из-за этих притяжательных конструкций. То есть родительный падеж у нас показатель был лен, а у разделительного лещ. Да, мы нащтым. В разделительном от меня, как бы, да, от меня. Ты твой, ты нащтыт, у тебя, от тебя, солен, солещ, от тебя или у тебя, точнее, неля, нелещтым, у нас, например, у нас отняли что-то. Тилят, тилещтыт, у вас отняли, сослен и сослещ у них. То есть мы нащтым, ты нащтыт, солещ, милещтым, тилещтыт, сослещ. Опять вот у нас самые такие правильные, это третье лицо, со и сос, они прям себя очень ведут как отличники, они просто добавляют к своему корню основе суффикс падежа, вот, что в родительном, что в разделительном. Угу. Вот, смотрим, что происходит. Вот смотрите, тут у нас происходит следующее. Вот у нас была конструкция, которую мы смотрели. Мы нам пуньеле, моя собака злая. Пунье стоит в номинативе, да, то есть в именительном падеже, он подлежащий. Тынат пуньедлек. И здесь мы везде употребляем родительный падеж в случае с личными местоимениями. То есть, чтобы сказать «моя собака злая», мы вот это слово «моя» используем в родительном падеже. Мы нам пуньелек, тынат пуньедлек и так далее. Но как только у нас вот этот объект становится падеж, в аккузатив, именно в аккузатив, во всех остальных падежах это не работает. То есть как только из именительного падежа становится объектом, как только становится в аккузатив, то у нас родительный падеж личного местоимения сменяется разделительным. То есть вот тот, кто хозяин этой собаки, грубо говоря, он должен быть суффиксом лещ. То есть когда собака была подлежащим, то ее владелец был в родительном падеже с суффиксом лен. Но как только собака стала объектом, как только я ее вижу, я ее люблю, да, как только она становится в аккузатив, то мы сразу лично притяжательные местоимения ставим в разделительный падеж с суффиксом лещ. То же самое будет с существительными. Например, Оля лещ пунезе лушказы. Украли собаку Оли. Да? То есть здесь, видите, у нас аккузатив в притяжательном склонении идет, и к нему идет уже разделительный падеж местоимения. Или будет существительное, да, в зависимости от того, кто хозяин этой собаки. То есть мы начнем пунеме лушказы. Украли мою собаку. Кто-то же украл, правильно? То есть собака здесь в аккузативе стоит, она объект, жертва. Ты начнем пунеде лушказы. Твою собаку украли. Совещ пунезе лушказы. Ее собаку украли. Милештым пунеме лушказы. Нашу собаку украли. Тилештым пунедес лушказы. Вашу собаку украли. И сосвещ пунезес лушказы. Украли их собаку. То есть вот здесь аккузатив в притяжательном склонении мы с вами рассматривали на прошлом уроке, а сейчас мы вот берем вот эту часть разделительную падеж. Итак, посмотрим примеры еще, да. Мы нам пуконе эвел, у меня нет стула. По-русски это будет звучать у меня нет стула, да, а в удмуртском моего стула нет, да, то есть стул мой, он будет подлежащим, эвел будет сказуемым. И как только стул становится объектом, как только он становится в аккузатив, сразу же вот личное местоимение, то есть хозяин этого стула, он становится в разделительный падеж. То есть было мы нам пуконевел, и стало мы нащтым пуконме баштизы, забрали мой стул. Ты над и жиет чебе, твоя шапка, твоя шапка красивая. Ты нащтыт и жиде дичай, я надел твою шапку. Да? То, что вам в помощь, вот эти личные местоимения, они факультативны. Да?
То есть мы за счет ижд вещай, мы уже знаем, что это вещь про твою шапку. Здесь тынештыт будет ставиться в том случае, когда нам особо надо подчеркнуть, что именно твою шапку надел, а не шапку мамы там или так далее. Да? Солен кочуше змои, его кошка старая. Солыш кочуше щудизы, его кошку покормили. Да, то есть здесь кошка становится уже в аккузатив, и сразу же меняется личное местоимение на разделительный падеж, то есть из родительного в разделительный. Милям кочешмыго, наша кошка рыжая. Да? Здесь вот напоминаю, там вот в домашнем тоже было, гор – это красный, но про рыжий цвет мы говорим горд тоже, то есть красные волосы. И милештын кочешмес шектызы, нашли нашу кошку, да, то есть здесь тоже разделительный падеж будет милештын. Телят пунуды уте, ваша собака лает, собака здесь подлежащая, поэтому личное местоимение стоит в родительном падеже, но как только пунедес, как только собака в аккузатив уходит, сразу у нас идет разделительный падеж местоимения. Тилештык пунедес кыжини мало, как зовут вашу собаку? И соосвен агайзы легор, их старший брат Егор. Соосвеш легор агайзес уктодмашка. Я не узнаю их старшего брата Егора. Да? То есть здесь тоже, как только агай, как только существительное встает в аккузатив, так сразу у нас личное местоимение становится в разделительный падеж. Да? И здесь еще один такой нюанс, что в удмуртском языке имена должны предшествовать. То есть по-русски мы скажем старший брат Егор. В удмуртском у нас Егор старший брат, потому что Егор воспринимается как определение, как характеристика брата. А характеристика определения в удмуртском языке, как и во всех финно-угорских языках, тяготеет к позиции перед существительным, к которому относится. Вот. Еще посмотрим примеры. Вот этот переход из родительного падежа в разделительный падеж, то есть смена суффикса «лен» на «лэш» происходит только с аккузативом, то есть только в том случае, если объект, к которому относится вот это слово или местоимение, хозяин, скажем так, только в том случае, если объект стоит в аккузативе. Да? Посмотрим примеры с другими падежами. Она елен эшес кдёкынуле. Друг моей мамы живет далеко. То есть здесь эшес, ее друг, он подлежащий, поэтому здесь она елен, да, родительный падеж. Дальше смотрим дательный падеж. Вспоминайте суффикс «лы». Она елен эшезлы гоштет келяшко. Я посылаю письмо другу моей мамы. Здесь тоже дательный падеж, да, лично притяжательный суффикс «ес», потому что друг мамы. И мама стоит в родительном падеже, потому что это дательный падеж. Дальше, падеж, который мы еще не брали, забегая вперед, она елен эшеныс телефон пыр верашкишком. Мы разговариваем с другом мамы по телефону. Здесь эшеныс стоит в творительном падеже, поэтому тоже будет мама как обладатель этого друга, она будет стоять в родительном падеже. Но как только друг становится в аккузатив, как в примере «я не люблю друга своей мамы», да, «я не люблю кого?» Друга мамы. Она елеш эшсе убьяратышка. Как только эш встает в аккузатив, так сразу мама из родительного в разделительный переходит. Да, то есть сразу суффикс «лен» меняется на суффикс «лэш». То есть чтобы у нас разделительный падеж употреблялся с обладателем, нам необходимо, чтобы предмет, которым обладают, стоял в аккузативе. И еще пример Даниил Яшин Лен-Кылбурес. Стихотворение Даниила Яшина. Да, здесь у нас суффикс «лен», «кылбурес» с личным притяжательным суффиксом. Когда стихов много, Даниил Яшин Лен-Кылбурьосыс. Стихи Даниила Яшина. То есть здесь мы поменяли только суффикс «ыс», только лично притяжательный суффикс существительного.
Данил Яшинлан Кылбуразлы премия Щотызы. Дали премию стихотворению Данила Яшина. Здесь Кылбур стихотворение стоит в дательном падеже. И поэтому Данил Яшин тоже будет обладатель этого стиха, он тоже будет неизменным, останется в родительном падеже. Данил Яшин Кылбурыштыз, локальный падеж, да, откуда в притяжательном склонении исходный падеж, то, что мы с вами уже смотрели, из стихотворения Данила Яшина. Тоже не аккузатив, поэтому Яшин остается неизменно Яшинлен. Данил Яшинлэш Кылбурзе. Стихотворение Данила Яшина. Например, я люблю стихотворение Данила Яшина. Здесь уже Кылбур встает в аккузатив. И сразу же Данил Яшин меняет суффикс «лен», родительный падеж, на суффикс «лэш», разделительного падежа. Угу. То есть, еще раз, да, только в том случае, если обладаемое, то есть если предмет, которым владеют, он стоит в аккузативе, то его обладатель наделяется суффиксом «лэш», то есть встает в разделительный падеж, только в случае с аккузативом. Да? «Мына мишей шкаринуле», мой друг живет в Ижевске. «Мынештым эшме муское ужанытё», моего друга зовут работать в Москву. Да? Моего друга, поэтому мынештым эшме. Но опять-таки мынештым факультативно, поэтому вам в помощь, да, что притяжательные суффиксы, они факультативны, а суффикс «лэш» к существительному добавить легче, чем запомнить 6 местоимений, но надо стараться. Да, и посмотрим еще раз, как у нас разделительный падеж в общей парадигме. То есть вот мы с вами уже посмотрели именительный, винительный, родительный, дательный падеж. И сегодня мы взяли разделительный падеж, то есть он такой достаточно легкий падеж, ну я бы даже сказала очень легкий падеж. То есть здесь у нас лично притяжательные суффиксы идут сразу после корня основы, и к ним добавляется суффикс падежа. Да? Единственная проблема с разделительным падежом, что нам надо держать в голове вот эту историю с аккузативом. То есть если у нас слово встает в аккузатив, то вот притяжательная конструкция видоизменяется. У нас родительный падеж заменяется разделительным падежом. Да? И тут вот локальные падежи, которые мы с вами прошли, просто вам для напоминания. Да? И вот эти вот 3 падежа, их даже 4, вот здесь еще один остался, отдалительный еще. То есть вот 4 падежа, которые идут в самом конце падежной системы в удмуртском языке, они, скажем так, исчезающие, растворяющиеся и заменяемые сейчас все чаще послелогами. Да? Вот здесь еще примеры. Может быть, даже не все я здесь разберу. То есть вот опять здесь управление глаголов, да, пунедлэш кышкачко, анаелэш тужмазмешко, да, перевод здесь, да. Я получаю письмо от друга, эшелэш гоштацепшем баштышко, да, плюс здесь у нас аккузатив стоит, поэтому эшелэш. Корчок кортлэш, что гвозди делают из металла, из железа. Корт – это металл, железо. То есть здесь указание на материал. Малыш печеный кышка, управление. Чего боится маленькая девочка? Вот с кем шайре ванин то слэш чебер. Это вот мы дальше разберем более подробно. Сравнительная конструкция. Как сказать, что мой край краше всего. То есть такая превосходная степень сравнительная. Кужатем елэшвэ, что творог делают из молока, материал. Данил Яшинлан Кылбурез Чебер, да, здесь просто для сравнения, Солэш Кылбурзе, Мылок и Доды Шатышко. Я с удовольствием учу его стихотворение, да, поскольку его стихотворение стоит в аккузативе, то, соответственно, Солэш местоимением мы ставим разделительный падеж. Калыклэш вожит, перед людьми стыдно, да, здесь не могу, может быть, как управление, можно засчитать, можно просто запомнить как устойчивая форма.
Кежитлэш пиневище, зубы болят от холода. Кинлэш юашкот, кого ты спрашиваешь? Да, и как я уже упомянула, как калька с русского языка, кинетон юашкот, кого ты спрашиваешь? Да, то есть по-удмуртски было бы правильнее даже перевести «у кого ты спрашиваешь». Не кого, а у кого ты спрашиваешь. Кинлэш юашкот. И колджоджи человек аспекджи, не убежала от кого, да, это удаление, отдаление, одно из тоже употреблений, случаев употребления этого падежа, колобок не убежал от лисы. Самолет лэшкали, вот это тоже очень часто, я опоздал на поезд, то есть я отстал от самолета, да, я отстал от поезда и так далее. И ви эшьёсызлэш чогез быжила, это тоже сравнительная конструкция, которую мы разберем подробнее. Колджо. Да, вообще колджо – это на севере республики используется для слова «тесто». Южные удмурты используют другое слово «ыльнянь», да, что буквально означает сырое, невыпеченное тесто, хлеб. Нянь – это хлеб, а иль – это не пропекшийся, сырой, необработанный. Вот. А север использует слово колджо. Ну да. Может быть, кстати, оно заимствовано из русского языка колджо, не знаю. Вот, надо посмотреть, как в каком языке. У нас, к сожалению, нет в удмуртском языке этимологического словаря, но большим подспорьем иногда бывает словарь этимологический татарского языка или коми языка, да, соответственно, как бы есть, если слова общие с коми, то мы смотрим в этимологическом словаре коми языка, и очень много заимствований из татарского, они опять-таки есть в их этимологическом словаре. Кокора, никогда не слышала кокора вариант. Кокрок есть такой пирожок пресный, по-моему, называют кокрок. Вот, итак, давайте посмотрим степени сравнения. Здесь тоже употребляется разделительный падеж. Да, у нас, соответственно, тоже будет степени сравнения сравнительная и превосходная степень. Да, здесь у нас три персонажа: слон, скал, у нас уже как-то фигурировала корова, вал на скал, вы вспомните, такой был каламбур, что было да сплыло, в удмуртском игра слов вал, где лошадь была, вот, где лошадь до коровы стала, было да сплыло. Вот, и пуны, собака, да, то есть вот эти персонажи. Баджим, да, слово большой, печи слово маленький. Северяне говорят слово зэк. Гораздо проще запомнить, конечно, но у южан зэк еще означает толстый. У нас у северян означает большой, и поэтому даже большое спасибо мы говорим через зэк тау, а не баджим тау. Вот. Итак, давайте смотрим. Значит, сравнительная степень, как она образуется. То есть у нас есть прилагательное или наречие, тоже так будет сравнительная степень образовываться. Баджим большой. В сравнительной степени мы будем добавлять суффикс «гес» без каких-либо изменений в корне, либо суффикс «гем» вы еще можете встретить, но он очень редко, это южный вариант и гораздо реже употребляется, поэтому базовым будет «гес» суффикс, он добавляется сразу к наречию или к прилагательному, то есть было большой баджим, больше стало баджим «гес». Вообще про суффикс «гес» он такой универсальный, что он может ко всему добавляться. То есть, ну, не совсем есть, не совсем так, по-удмуртски будет «эвел гес». То есть «эвел» нет, а «гес» смягчает «эвел», и получается «эвел гес». Ну, не совсем, да. Или «я предпочитаю», «я больше люблю», мы тоже «гес» добавим к глаголу. «Я ратышко гес», да.
И даже к существительным можно добавлять. То есть вот этот гес, он универсальный и такой мобильный, что он перескакивает из одной части речи в другую совершенно спокойно. Как мы строим превосходную степень? Здесь вариаций больше, да? Одна из самых распространенных калька с русского языка, как формируется, самой баджим, да? То есть мы употребляем слово самой. Либо есть более такие удмуртские конструкции, тужгесно, то есть туж – это очень, то есть мы очень ставим сравнительную степень, по сути, и дальше добавляем либо наречие, либо прилагательное. То есть мы можем сказать «самый большой тужгесно баджим», да? Или «вайнмызлыш баджим». «Вайнмыз» – это все, больше всего. Да? Или «котьмалыш баджим». «Котьма» – это опять вот у нас был как бы приставка «но», которая к местоимениям добавлялась, а здесь «хоть», которая заимствована из русского языка «хоть». То есть «котьма» – это любой, хоть какой. «Хоть малыш» всего чего угодно. То есть, по сути, на русский язык и «вайнмызлыш», и «котьмалыш» переводится похожим образом, то есть больше всего, и то, и это. Просто здесь вот в удмуртском языке есть нюанс всего и чего угодно. Коткин то же самое, то есть хоть кого угодно больше. Да, и, например, вот, значит, смотрите, да, превосходная степень, значит, у нас вариаций больше, то есть либо самый, либо тужгесно, либо вайнмызлыш, либо котьмалыш, либо котькинлыш. Дальше, как сказать, сравнивая с чем-то, да, то есть мы сейчас отдельно брали предметы, что он большой, например, слон баджим, да, слон большой, или сыкал баджим, корова большая, пуны баджим, да, например, слон баджимгес, слон больше. А как сказать, что он больше кого, да, с чем сравнить? Вот это как раз предмет, с чем сравнивают, он будет вставать в разделительный падеж. Скал пунылэш баджимгес, то есть корова, собаки больше. То есть в сравнительной конструкции у нас должно быть два элемента. Первый – это сравнительное прилагательное или наречие, да, баджимгес, то есть суффикс гес обязателен. И то, с чем мы сравниваем, должен стоять в разделительном падеже, то есть суффиксом лэш. Есть еще второй вариант с послелогом щарыш. Да? У щарыш вообще послелога значение основное о ком, о чем. Кин щарыш, о ком, да? Мон щарыш, обо мне. Вот. И также вы можете использовать в сравнительных конструкциях, но, на мой взгляд, это встречается гораздо реже. Скал пуны щарыш баджимгес. Да? То есть здесь тоже в этой альтернативной сравнительной конструкции тоже должно быть обязательно два элемента. То есть послелог щарыш к предмету, с которым сравнивают, и дальше разделительный падеж, в котором будет стоять прилагательная характеристика. То есть, да, на ваше усмотрение вы выбираете либо первый, либо второй вариант. Мне кажется, что первый более часто используемый, второй будет встречаться реже. Вот. И превосходная степень слон тужгесно баджим, да, слон самый большой. Или вы можете употребить там всех больше. Вайнмызлэш баджим, котькинлэш баджим, да, на ваше усмотрение любой из этих вариантов будет работать. Здесь мне кажется, что тужгесно чаще всего используется, особенно в литературном удмуртском языке. В разговорной речи, особенно на севере республики, где влияние русского языка было сильнее, чаще используется самой. Вот. То есть это все, что касалось степени сравнения. То есть для сравнительной конструкции, для сравнительной степени мы используем суффикс «гес».
Чтобы сделать сравнение с чем-то, у нас должно быть два элемента, вот суффикс «ges» у прилагательного или наречия, и второй элемент – это либо само слово должно стоять в разделительном падеже, либо через послелог «щарыщ», который будет вставать рядом с предметом, с которым сравнивают. И для превосходной степени у нас здесь масса вариантов, самый, тужгесно и так далее. Вот, на ваше усмотрение. Дальше, да, то есть вот еще раз пример. Вал чунилэш баджингес. Чуни – это жеребенок, вал – это лошадь. Да, то есть здесь мы сравниваем лошадь с жеребенком. Лошадь больше жеребенка. Вал чуни шариш баджингес. Да, абсолютно аналогичная по значению фраза «лошадь больше жеребенка». Это уже вы знаете, что есть из шарыш и с разделительным падежом. То есть либо разделительный падеж, либо послелог шарыш. Что-то одно надо выбрать. Да? С наречиями то же самое будет, то есть суффикс «гес» и конструкции слова, которые обозначают превосходную степень. Да? Кыдёкын – далеко, кыдёкынгес – дальше, тужгесно кыдёкын – дальше всего. И для тех, кто внимательный, да, по сути, кыдёкын – это слово кыдёк, да, или основа кыдёк, которая стоит в локальном падеже, отвечает на вопрос «где?». Кыдёкын – далеко. Если мы хотим сказать издалека, кыдёкыш – далекий, да, например, далекий гость, кыдёкыш куно – издалека, гость издалека. Соответственно, из более далека, то есть как бы поставить сравнительную степень, мы здесь ставим кыдёкыш-гес. То есть вот эти наречия могут принимать другой падеж, но схема будет точно такая же. То есть мы для сравнения добавляем гес, для превосходной степени мы добавляем тужгес, но кыдёкын. Тут уже нелогично будет добавить такие слова, как котьмалэшно кыдёкын, да, или котькиналэшно кыдёкын, тем более, да, котькин – это только про одушевленные предметы. Вот. То же самое с матын, да, близкий, матыщ изблизи, мате ближе, да, то есть разные падежи локальные могут быть здесь. Примеры. Меркурий шундыры тужгесно матын, да, Меркурий к Солнцу ближе всего, самая близкая планета. Музьем шундырыш кыдёкынгес. Солнце, Земля от Солнца подальше. Да, и как бы предваряя ваш вопрос, заканчивая сравнительной конструкцией, то есть переходя уже дальше, предваряя ваш возможный вопрос, почему же нет названий планет на удмуртском языке, кроме Солнца, да, объясняется тем, что удмурты иначе видели этот мир. Вот эта картина мира, как представляли удмурты. То есть есть некий бык, ош, на его рогах держится земля, а сам бык стоит на рыбе, которая плавает в мировом океане. И когда происходит землетрясение, бык, это означает, что бык трясет своими рогами и сотрясает нашу землю. Да, поэтому названий планет у нас нет, потому что у нас был бык, рыба, вот, и мировой океан, мировая вода кругом. Вот. Ну и, соответственно, вот эти названия звезд, названия Млечного Пути, они как бы такие описательные. Например, Млечный Путь – это Лут Джажек Лобон Щурес. Млечный Путь – это путь, по которому дикие гуси летят, например. Да? Или Большая Медведица, ковш называют. Вот. И сейчас шок-контент, да, как бы для тех, кто не готов. Это вот прям, ну, большей части для лингвистов, скажем так.
мое лицо круглее твоего, да, то есть если мы сравниваем без существительного, если мы подразумеваем его, и у нас есть только местоимение твой, его и так далее, да, то есть суть в том, что нет существительного, только местоимение. Получается, что как бы мы, твое лицо, ты наиштыт, это уже разделительный падеж, да, ты наиштыдес, as – это выделительно-указательный суффикс, то есть мы же сравниваем именно с твоим лицом, и дальше мы еще раз это местоимение ставим в разделительный падеж. Получается, 2 раза поставили в разделительный падеж. Мы нам умныры, ты наиштыдес под разгез. Мое лицо круглее твоего. Да? То есть твоего лица, мы слово лицо заменили, и 2 раза, то есть убрали это слово лицо, и местоимение как бы на себе несет весь груз сравнительной конструкции. Да? И 2 раза, получается, само местоимение в разделительном падеже, да еще и мы к нему добавили разделительный суффикс разделительного падежа, чтобы сделать сравнительную конструкцию. Вот. Это был такой шок-контент для лингвистов. Вот. Дальше. Еще примеры. Кчетунне куайш, то ловей шунедгес. Какая сегодня погода? Теплее, чем вчера, да? То есть толло – это прилагательное. Шунедгес – теплее. Получается, что мы можем сравнивать, делать сравнительную конструкцию и с прилагательными, да? Я вам показала, что творится, если мы с местоимением это делаем, а здесь как бы легче, вариант полегче, когда с прилагательным. То есть здесь мы просто опускаем существительное куайш, и вместо вот существительного роль и функцию как бы вот сравнительного слова несет на себя прилагательное, и оно встает в разделительный падеж, то есть теплее вчерашнего. Ну, в принципе, в русском языке тоже это есть, поэтому не должно быть сильно страшно. Вот. Мыным книга кулевал. Мне бы нужна книга. Вот кулевал, куле – это вот прям четко надо, а вал добавляется было, да, в это прошедшее время для смягчения. В повелительных конструкциях, в повелительном наклонении тоже будет вал, смягчать просьбу или приказ. Кыче книга джины яратышкот. Какие книги, да, здесь вот книга как слово, которое категорию дает, книги. Какие книги ты любишь читать, да, то есть тут явно не про одну книгу идет речь, а про категорию, какие книги, а не журналы, да. Мыным зексегес, да, то же самое, зексегес, зек – это толстый в данном случае или большой, да, в северном варианте. Зексегес – это, получается, разбираем по частям, по кирпичикам. Гес – это сравнительно, да, то есть какие ты книги любишь? Потолще, книги потолще люблю. То есть здесь у нас получается, что гес – это сравнительное, мы его убираем, и у нас зексе осталось. Закес – это зек слово плюс выделительно-указательный суффикс, который совпадает с аккузативом и поэтому ведет себя в падеже так же, как аккузатив. То есть зексегес – это будет означать «мне именно побольше». То есть книги потолще я люблю. Закес щекыту – толстая ведь тяжелее, ук – это ведь, да, щекыт тяжелый, закес – как раз ес здесь на конце, это тоже выделительно-указательный суффикс. Ведь толстая, тяжелая же, да, то есть здесь именно подчеркиваем, выделяем из группы книг, что именно толстая. Щекоту злую, тяжело не будет, а тае машинаин возьма. Мой папа ждет в машине. Тонкыца шутецканымынышкот. Куда ты едешь отдыхать? Уйпала. Буквально, да, если разбить это слово, если оно бы писалось раздельно, то в сторону ночи, да, но вообще уйпал – это север, да, север всегда ассоциируется с ночью. Лымшоре мыныныкуле, на юг надо ехать, да, конструкция мыныныкуле или абсолютный
абсолютно идентичное «мно-но». Угу. Сейчас докончу этот диалог и вернемся еще раз в песню про зэк. «Вайнес за речь до вышутецкно мно, шунды шорен пыжины уяны». Все едут к морю отдыхать, за речь до ры, да, к морю, шутецкно отдыхать, мно едут. Шунды шорен пыжины. Здесь вот тоже, на это я уже обращала внимание, пыжины – это выпекать, то есть загорать на солнце. И мы не под солнцем загораем, не на солнце загораем, а как бы в центре, шунды шорин, напротив, в центре, да. То есть есть такие конструкции, то есть есть такое управление некоторое, которое надо запомнить. Посмотри на меня, да, там, ну вот то же самое, да, загорать на солнце и так далее. Но штынат уйпала мнемет поте, а ты или тебе хочется ехать на север. То есть надо ехать на юг, а тебе хочется ехать на север. Мы нам шундылен пощезлещ пекджеме поте, да, пекджины убегать. Мне хочется убежать, мне хочется избежать солнечной жары, да, скажем так. Вот, поэтому здесь пекджины малэш, убегать от кого, от чего управления, поэтому пэш – это жара, пэшез – жара солнца, и пэшезлэш – это разделительный падеж, потому что глагол пекджины убегать от чего требует разделительного падежа. Уйпаланно зарежье сванюк. И на севере же есть моря. Угу. И возвращаясь, да, зекез еще раз. Вот смотрите, у нас есть слово зек, это большой, толстый. Зекез – это именно большой, именно толстый. Как на прошлом занятии, помните, мы говорили с вами про слово «выль». Да, у нас пример был «выль» – новый, «вылез» – именно новый. Было слово «та», местоимение указательное, этот, «таиз» – именно это. То есть в удмуртском языке есть такой выделительно-указательный суффикс. Иногда его возводят к тому, что у него функция артикля, да, то есть он дает некоторую определенность предмету. Этот выделительно-указательный суффикс добавляется к прилагательным и выделяет или к местоимениям, и выделяет их из группы предметов. Например, да, вот есть у нас несколько одинаковых предметов. И я говорю, дай мне большой, вот, например, яблоки, или дай мне красное. То есть есть у нас яблоки зеленые, красные. Сейчас я включу текст и напишу. То есть, например, есть у нас яблоки, да, улмоос. То есть вот есть группа одинаковых, казалось бы, предметов. Все они яблоки, но среди них есть горд и вож. Да? Вот так. И есть и красный горд улмо, и вож улмо. И я, например, говорю, дайте мне зеленое яблоко. Вож. Ну, если я не ставлю существительное, соответственно, я к слову «вож» должна плюс аккузатив сделать, да? Так, дайте мне зеленое яблоко. Ага. Дайте мне именно зеленое яблоко. Да? То есть вот за счет чего я подчеркну слово «именно»? За счет выделительно-указательного суффикса. То есть «вож улмовая». «Вож улмовая», дайте зеленых яблок. Я здесь не выделяю, да, то есть вот есть отдельно лежат красные, отдельно зеленые, отдельно помидоры, огурцы. Я говорю, дайте зеленых яблок килограмм, да. А тут я вижу, вот в куче лежат красные и зеленые. Я говорю, а дайте мне именно зеленых. То
То есть вот я хочу выделить из группы одинаковых и например, без этого существительного. Вожес – это именно зеленое, это именительный падеж, да? Вот. А когда я прошу, то я ставлю предмет в аккузатив. А у нас нет существительного, и функцию существительного падежный суффикс примет прилагательное. Вож, зе, да, дайте мне зеленое. То есть здесь будет вож, зе, дайте мне именно зеленое. Да. Давайте я это себе запишу, чтобы мы на следующем уроке это отдельно посмотрели. Выделительно-указательный суффикс, да, чтобы мы его отдельно разобрали, не в рамках чего-либо. И вот то же самое здесь, да, куча книга то есть есть разные книги, да, вот это однородные предметы, группа однородных книг, они все книги, есть толстые, есть тонкие и так далее. И я выделяю из этих книг, вот, что мне именно толстые нравятся больше. И поэтому я ставлю, вот the case – это именительный падеж, большая, из однородных предметов, именно большая. Но как только мне надо вот этот the case поставить в аккузатив, то, соответственно, и падеж будет меняться. И он будет вести себя как лично-притяжательный суффикс. То есть, например, в большой книге, да, там этот разговор посвящен большой книге, или этот фильм посвящен именно большой книге. Да, ну, не знаю, да, не очень логичное предложение строю, но суть в том, что если вы хотите поставить the case в какой-то падеж, the case злы, например, ну или, допустим, да, там немножко углубились в это, ну ладно. Например, баджимес пье. Да? Баджимес пье. Например, у человека 3 сына. И он говорит, баджимес пье, а именно старший сейчас учится в университете уже. Если мы скажем баджин пье, то мой старший сын. Да? А если баджимес пье, мы его выделяем из группы братьев остальных сыновей. Да, или детей тоже. Угу. Так, например, дальше, да, читаем. Анай печи пьяша злэшьюа. Мама спрашивает своего маленького сына. Кудзе баштыны у мой гес? Сузер яке вын. У мой гес велосипед баштыны. Да, пока вы думаете, здесь тоже запишу. У нас было слово кубис и стало кудзе. Это вот на прошлом занятии у нас тоже встречалось слово. Мама спрашивает своего маленького мальчишку, да, Пьяш это мальчик, мальчишка, Пьяшез ее мальчика спрашивает управление разделительного падежа. Кудзе баштыну магес, который купить лучше, да, то есть здесь кудис это который из. Это куд, как бы корень, который указывает на который, а из – это выделительно-указательный суффикс, который из. То есть здесь предоставляется выбор, который купить лучше, сестру или братика. Сузер – это младшая сестра, Вын – это младший брат. Ну и тут знающие русский язык даже уже догадались, лучше купить велосипед. Угу. Нет, это не аккузатив. Ладно, давайте это отдельно разберем. Это с выделительно-указательным суффиксом ведет себя как существительное с суффиксом аккузатива. Вань клэс используется с этими словами. Вань зе умойзе. Вань клэс с выделительно-указательным суффиксом вы имеете в виду используется? Не очень поняла вопрос. Угу. Кинлен та ручка есть. Чья это ручка? Кинлеш ручка зе баштишке мне.
чью я ручку забрал. Вот баштишкен – это форма неочевидного прошедшего времени, мы ее еще не брали. Она означает, что я взял случайно, бессознательно, без как бы, понимания этого. Машалеш баштит дыр. У Маши забрал, наверное, да, и вот эта неопределенность еще подчеркивается за счет дыр, это вводное слово «наверное». Машален ручкаез ишемын. Ручка Маши пропавшая. Ишемын – это причастие, соответствует краткому причастию в русском языке пропавшая. Мон Машаез аяджилук. Я ведь не видела Машу. Да? Здесь обязательно аккузатив суффиксальный, потому что Маша у нас живой человек. Кусолеш ручказе кутом. Когда я взял бы ее ручку, да, тут будущее, тут тоже такая форма, грамматика, которая только лингвистами изучается, кутом, как бы я взял, что ли, я должен был взять. Совен ручкаез Джек Виленвал. Его ручка была на столе. Алия Велни, сейчас ее уже нет. Угу. Так, и... Ой, тут надо убрать. Ну ладно. Елеш ческотез номер вел. Шуэ вашка хочешь. Вкуснее молока ничего нет, говорит кот Васька. Ширезно кутынывое, но соща рыбы жилыныкое. Можно поймать и мышь, но за ней надо бегать. Да? То есть здесь вот конструкция такая, что вкуснее молока ничего нет. Хоть малыш ческыт лы шуэ шарик, а с даурам монтрос лы щиени, щионой шанзе мону мой волочко. Всего вкуснее кость, говорит шарик. А с даурам на своем веку я уже много костей съел, я хорошо понимаю вкус еды. Щион – это еда, шен – это вкус. Вкус еды. Мой. То есть здесь смотрите, да, то есть сравнительные конструкции. Запоминаем, что у нас сравнительная степень обязательно суффикс «гес», который добавляется либо к наречию, либо к прилагательному. А в превосходной степени нам требуется добавить уже дополнительные слова, такие как «тужгес», но «баджим», например, да, или «самый баджим». Уже суффикс «гес» в превосходной степени не нужен. Ну что, я поняла, кажется, ваш вопрос. Вот про ваньмы с ваньзы. Смотрите, в удмуртском языке есть такая тема, что вот эти прилагательные местоимения, извините, заговариваюсь, например, местоимение вань, да, мы его знаем в значении определительного местоимения «все», и оно может добавлять к себе лично притяжательные суффиксы. Ваньмы – мы все, вань-ды – вы все. Вань-зы, они все. Ой, тут не видно. Так, вань-зы. Да, то есть добавляет лично притяжательные суффиксы. Вань-мы – это мы все, вань-ды – вы все, и вань-зы – они все. Вань-нас – это все. Здесь, наверное, здесь можно рассматривать это как выделительно-указательный суффикс «ваньмус», все, да, ну, не так явно, скажем так, вот как в слове «кудис» или как в слове «закез», это не так явно видно, потому что это уже такое законсервировавшееся слово. И тут вот, смотрите, очень часто, ну, в русском же языке все, мы все, и, ну, все вообще-то отличается, но все равно, то есть в удмуртском языке это более вариативно сказать, вот здесь даже лучше было бы сказать ваньзы, они все, да, по идее, едут к морю, а ты куда-то не туда едешь, вот. То есть ваньмас, он скорее про неодушевленные предметы чаще используется, но уже как-то все чаще он замещает все остальное. То есть ваньмы, ваньды, ваньзы все реже встречается. Угу.
Вот, я надеюсь, что ответила, Алексей, на ваш вопрос, что это, скорее всего, вы имеете в виду лично притяжательные суффиксы, которые относятся к «вань», а в слове «вань» за умой «зе» это «я желаю всего хорошего», «я желаю чего-то», это стоит в аккузативе, то есть это чистый аккузатив, «вань за умой «зе» – это всего хорошего аккузатив. Итак, давайте попробуем сделать конструкции. Дом ниже деревьев, деревья выше дома, но ниже горы, гора самая высокая, дом самый низкий. Все слова даны, вспоминайте, как эти конструкции будут строиться. То есть там, где есть сравнение, мы ставим суффикс «ges», да? Там, где есть сравнение с каким-то объектом, то мы ставим разделительный падеж к объекту и суффикс «ges» к прилагательному или к наречию. Там, где у нас самое высокое, да, мы ставим дополнительное слово. Угу. Ойдове эскером. Угу. Дом ниже деревьев. Да, то есть у нас есть деревья, с которыми сравнивать, значит, это разделительный падеж будет. И ниже суффикс «ges» к прилагательному добавится. Корка, писпослэч, лапегес. Да, слово писпу дерево, множественное число, после гласной мы добавляем суффикс «ос». Деревья выше дома, но ниже горы. Писпуос коркалэч джужигес, но, или здесь можно и нож поставить, гурэш лэш лапегес, да, здесь мягкий знак пропустила. То есть здесь у нас корка с чем сравнивать в первой части, да, джужит прилагательное, мы его, к нему добавляем суффикс гес, гурэш тоже с ним сравнивают, и лапег низкий, мы к нему ставим суффикс гес. Гора самая высокая, делаем превосходную степень, гурэш самый джужитес, да, или тушкес на джужит. Да. Здесь иногда может быть выделительно-указательный суффикс в конце, потому что мы его же тоже выделяем, как бы вот, что именно это самое высокое что-то, как бы сравнивая с чем-то. Тужгесно, да, могло быть, или хоть малышно. Дом самый низкий, корка самый лапек, или тужгесно лапек, да, тоже вариант. Паламона, да, самое это заимствование из русского языка. Самый, вот, как я говорила, что на севере республики очень часто самый используют слово. Мне кажется, особо не было исконно удмуртской конструкции для превосходной степени, то есть это за счет достигается путем вот слов всего, коть малыш или вань мызыш, да, то есть какие-то более такие, ну, как бы описательные, что ли, конструкции. Да, ну, из более удмуртской конструкции тушгес чаще всего употребляется, вот, а самый, мне кажется, даже в учебниках для школы часто очень фигурирует, что вот для образования превосходной степени используйте слово «самый». Угу. Так, ужачком, да, дальше продолжаем работать. Здесь надо найти пару, да, ну, здесь очень много русских слов, заимствований, которые вам в помощь. Ужачком, да, давайте работаем, даю вам, давайте минуту. Да, потом щекотовел, не сложно.
Даша, вы готовы? Ой, да Леушечко. Ой, а что это я вам ответ не подготовила, видимо. Ну что, давайте так будем. Туганедлэч кышкашком. Да, переводится как один. И сама не могу. А, вот. Допустила ошибку. Не скучаю, а боюсь. Боюсь твоего... Нет, это правильно. Туганедлэч мазничка. Сейчас, подождите. А, боюсь, все правильно. Боюсь, да, тау. Да, боюсь твоей суженой. Туган, в татарском это родственник, да, в удмуртском языке это суженый или суженая. То есть у нас нет родов, поэтому это любой пол может быть. Ну, и, по-моему, я вам уже рассказывала, да, такую забавную историю, что девушка одна из Татарстана, она среди удмуртов, которые, ну, скажем, с территории Удмуртии, она говорит, ой, ко мне столько сумында туганы вактис, типа столько туганов приехало. Все удмурты такие перепрошли, да как так, столько туганов. И они не знали, что у удмуртов Татарстана туган используется в значении родственник. Да, то есть для них, для нас, скажем, удмуртов Удмуртии, туган это в первую очередь суженый, поэтому бывают такие забавные ситуации. Кышкашко требует управления, поэтому у нас туганедлэч, да, здесь. Туганедлэч мазмичко. Мазмыны скучать тоже требует разделительного падежа, поэтому скучаю по суженному или суженой, это у нас F, да, 2F. Такукон пулэш, этот стул из дерева. Материал мы указываем, поэтому вариант Е. Чайлэш пини чужекте. Чуж – это желтый, чужекте, соответственно, желтеет, да, пини – зубы. У меня зубы чернеют от чая, ну, слово чай можно было тут найти. Ай, да, вот предпоследнее предложение. Поезд лэш кли, я отстал от поезда. Да, именно отстал, то есть не опоздал и нагнал, а именно все, как бы уже безвозвратно отстал от поезда. Здесь у нас Б-вариант. Ты думай, гес палашко, да, здесь уже, видите, сравниваем с тобой, поэтому ты стоит в падеже, тон стоит в падеже в разделительном, я понимаю лучше тебя, да, там, например, по-японски я лучше тебя понимаю. Это у нас будет С, тут как бы не совсем корректно, я, наверное, перевела. Лучше понимаю, чем ты. Не тебя понимаю, а в целом как бы лучше понимаю что-то, нежели ты. Тужгезна ческачион, да, то есть превосходная степень, самая вкусная еда. Это у нас Д-вариант. И чигес супультоно, глагол супультыны, болтать, сплетничать, соответственно, он в форме оно, йоно, но, или супультыны куле еще могла бы быть альтернатива, да, этому предложению абсолютно аналогично. И чигес меньше, и чи мало, и чигес меньше. Гондерлешлек гес, злее медведя. Джи у нас здесь ответ. Здесь у нас сравнение, да, сравниваем с медведем, поэтому медведь в разделительном падеже, а прилагательное с суффиксом гес. Лимонлэш чирсгес. Чирс кислый, чирсгес кислее, лимонлэш предмет, с которым сравниваем. Да, кислее лимона, это у нас первый самый вариант. Да. Итак, подводя итог, значит, у нас разделительный падеж используется... Можно поделить на две большие категории, то есть есть стандартные, ну, некоторые стандартные использования, скажем, и использование в притяжательной конструкции. Что такое стандартное использование? Это у нас управление глаголов, то есть у нас это глаголы мазмыны, скучать, кышканы, бояться. Это у нас глагол юаны, курины, да, вот эти юаны и курины, два глагола под влиянием русского языка уже очень часто используются с аккузативом, да, хотя изначально должен был быть разделительный как раз падеж, но
Я так понимаю, что нет как бы прямого аналога разделительного падежа, да, в отличие от аккузатива, от дательного падежа, то есть в русском языке такого прям аналогичного падежа нет, поэтому вот как бы получаются такие кальки. То есть управление глаголов, отдаление, отчуждение от объекта, да, отделиться там, может быть, отстать от поезда, да, тоже можно сюда отнести в какой-то степени. Причина. Да, здесь у нас там, от чая что-то случается, от дождя там, да, и так далее. Вот когда мы указываем причину, мы этот предмет наделяем суффиксом «лэч», ставим его в разделительный падеж. Материал объекта, да, когда мы указываем, из чего сделан предмет. И сравнительные конструкции с «гес», да, то есть где мы к прилагательному или к наречию добавляем вот этот суффикс «гес». А предмет, с которым мы сравниваем, его мы ставим в разделительный падеж, а к прилагательному или наречию ставим сравнительный суффикс «гес». И притяжательная конструкция. Здесь у нас, да, в любой притяжательной конструкции у нас два элемента. Есть обладатель и обладаемое. Грубо говоря, есть хозяин и его предмет. Вот. И как только предмет становится в аккузатив, только в аккузатив, да, и это именно притяжательное склонение. То есть вот притяжательная конструкция, значит, мы говорим про притяжательное склонение. Как только предмет становится в аккузатив, так сразу же хозяин перебегает из родительного падежа в разделительный, так сразу же он суффикс «лен» меняет на «лэч». То есть здесь главное, чтобы был предмет обладаемый, то, чем владеют, чтобы он был в аккузативе. Да? То есть это вот про разделительный падеж схематично, кратко, все, что мы с вами сегодня на этом уроке разбирали. Вот. И дальше переходим к аудированию. Аудирование песни, классическая удмуртская песня будет. По-прежнему продолжаем пока с классическими песнями, потому что текст в них более такой, с точки зрения конструкции и лексики, такой более удмуртский. Поэтому пока современной музыки не будет, по крайней мере, до 13-го занятия, вот, а потом уже с чертовой дюжины начнем. Итак, вот эта табличка с цветами, буйол, да, буйол – это цвет, буйол-йос – цвета, она уже была у вас в одном из уроков, потому что она требовалась для описания. Да, еще это черный, курень коричневый, пурыщ серый, пурыщ там седой, то есть посеревший буквально. Тоді белый, чуж желтый, у нас сегодня было слово чужектыны, да, желтеть, никак не связано с родственниками чужанай, чужата и так далее по линии матери, да, это я вам напоминаю, что у нас в удмуртском языке есть четкое деление, есть линия отца и есть линия мамы, и родственники по-разному называются по линии папы и по линии мамы. По линии мамы они снабжаются вот этим, ну, грубо говоря, префиксом можно назвать чуж. Чуж-анай, бабушка, да, там чужодик, дядя, по линии мамы, мамин брат. Вот. Но этот чушь, вот те, кто знает коми-язык, мне подскажут, что это в коми-языке тоже со словом «рождаться» как-то связано, по-моему, чиж, наверное, да, то есть у нас слово родственник тоже чижи-выжи, чижи тоже связано, а чушь не имеет отношения, то есть родственники по линии мамы, они не желтые. Да, вот чужны рождаться, Таубаджин, Настя. Чужалес горд, оранжевый, для оранжевого не было своего слова, то есть есть такие вот вариации, чужалес желтовато-красный, желтовато-рыжий, или есть еще, употребляется тоже иногда дичи-чуж, желтый как лисичка, да, по лисьему, желтый. Угу. СЧ, не знаю, такой переход не могу сказать. СЧ, может быть. Горд, красный или рыжий, да, про волосы, например, про человека, он рыжий, мы говорим горд. Дальше розовый лёль или лемлет, да, чаще тут тоже диалектное деление есть. Лёль
Это северный вариант, лемлет это южный вариант. Бусир фиолетовый, лыз синий, вож зеленый. Опять-таки вож не путайте со словом вожодыр, например, да, период переходный. Тоже в коми языке есть слово веж, по-моему, да, тоже священный, по-моему, такое значение. То есть вожодыр не только настольная игра, и не только да, период святок, когда ходят из дома в дом удмурты, ну, грубо говоря, каледа такая. Вот. Но это еще и указывает на святой такой период переходный, да, об этом я, по-моему, тоже вам рассказывала, что вокруг 22 декабря и 22 июня это такой период очень сакральный. Поэтому вожодыр – это не зеленый период, не зеленое время, а это священное время, священный период, сакральный. Вот, и чагыр, да, у нас он встречался в значении сизый, также он идет в значении голубой. Вот, это вот про цвета. Почему? Потому что у нас дальше будет песня аудирования. Вам надо будет вставить недостающие слова. Песня будет петься быстро, но я надеюсь, что вы успеете, потому что там идет повторение, и в том числе эта песня на такую сравнительную конструкцию, да, идет сравнение. Вообще эта песня про девушку, описание удмуртской девушки и сравнение элементов ее одежды с какими-то ну, природными явлениями, животными. Вот, и мы снова не сможем сделать так, что вы видите текст и слушаете. Вот удобно, давайте я вам либо могу ссылку дать на отдельный ресурс, либо вы сфотографируете, может быть, так будет проще, сфотографируйте, я включу музыку, и вы будете слушать и себе запишите, что за слово здесь пропущено, точнее, слова. Вот, давайте... Во-первых, я вам дам ссылку. Вот есть. Вы можете открыть либо по ссылке, либо сфотографировать. Но сейчас этот экран исчезнет. Там, где стоят пробелы, вам надо поставить недостающее слово. Песня быстрая, но повторяющиеся слова, поэтому попробуем по скалтом. Так. Угу. И скажите мне, будет идти звук или нет, потому что я сейчас отключаюсь, чтобы у нас не было эха. Я была
Так, «Ой да лаучком» на самом-то деле, ну, не очень, скажем так, аутентичная эта песня, если уж честными быть, потому что здесь, ну, есть образы, которые как бы часто встречающиеся, но вот с яблоком вряд ли бы в удмуртском сравнивали, то есть в удмуртском частые образы, да, сутер, смородина. Потом очень часто сравнивают со всякой водоплавающей птицей девушек, да, потому что вообще культ водоплавающей птицы у финно-угорских народов очень сильный. Вот. Про мелодику, вот это их ах, это явно уже советская надстройка. И есть несколько вариантов исполнения этой песни, и вот здесь последний куплет в этом варианте не исполнялся. Но здесь, например, типа «У меня только одна любовь, знает ли она, что творится у меня на сердце». Да? Тоже как-то более мягко это передает, мне кажется, в более оригинальных, более аутентичных песнях. Ну что, давайте попробуем разобраться, что у нас здесь. То есть сейчас разберемся с текстом. Лымы, теди, понятно, да, лымы, луми, финно-угорское слово, теди белый. Тут ритм, из-за ритма, соответственно, ударение может бегать, прыгать и так далее. Лымы лечно, теди кышете. Кышет – это платок, кышете – мой платок, и белее снега. И снега белее, да, вот это «но», оно как бы для просто подчеркивания и плюс проще петь. Мерчан чужо, мерчаночно чужо ершие. Да, почему здесь «о» на конце? Ну, скорее всего, только просто, чтобы петь было легче, более напевно, а так значения не имеет. То есть чушь, слово у нас означает желтый, да, чужо нету такого слова, просто здесь для мелодичности. Мерчан – это кудель. Вот с мерчан, да, очень часто встречается образ девушки, волос ее. И слово ерщи, да, волосы ер – это голова, щи – это луч, то есть лучи головы – это у нас волосы. Сутер щедо, судервечно щедо щиньосы. Да, вот в том числе, почему я говорю, что она, скорее всего, не сильно аутентичная, не очень старая, потому что слово «щин» поставлено во множественном числе. А как и во всех финно-угорских языках, парные части тела в удмуртском языке воспринимаются как нечто единое целое. Сейчас это под влиянием русского языка уже замещается и встает во множественное число. Но в исконном удмуртском языке это единственное число должно быть. То есть смородина черная, смородина чернее, мои глаза. Яблок гордо, яблокочно гордо вам йосы. Здесь тоже, как бы, ну, не хочу как бы сильно прям критиковать текст в смысле на предмет аутентичности, но тоже странно, да, сравнивать щеки с красными яблоками, живя в краю вечно зеленых помидоров. Потому что в Удмуртии как бы яблоки, особенно в тот период, ну, большой вопрос. Горд красный, да, бам йосы, бам – это щека, то есть мои щеки краснее яблока. Ожо, вожо, ожелечно, вожо дереме. Дерем – это и рубашка мужская, и женское платье. Ожо – это трава, которая не на лугах растет, невысокая, а вот трава-мурава, которая такая мягенькая, такая невысокая. И что здесь хотела тоже что-то сказать? Ну, вождь зеленый, да. И, да, что я здесь хотела сказать? То есть перед вами уже встает образ девушки в зеленом платье. Это уже тоже более поздний образ, то есть у нас это, скорее всего, уже, ну, точно, может быть, 30-й, может, даже позже, не знаю, когда ввели, но суть в том, что у нас одежда была красный, белый цвет, да, но зеленый – это уже более позднее нововведение. Вуюишворпу, айшете. Да, здесь у нас что? Вуюиш, буквально пьющий воду, это радуга.
на удмуртском языке. Ворпо пестрая, разноцветная, и пестрее, разноцветнее радуги мой фартук. Айшет, это происходит от слова тоже кышет, сократили шет, оставили, а ай это из слова айш. То есть передний платок это у нас фартук, и получилось айшет. Кочо, кучо, кочо, кучо, кочоочно, кучо, чулкае. Кочо – это сорока, а кучо – пестрая. То есть ворпо – это пестрое значение цветастое, а кучо, как правило, это черно-белая такая, например, про корову скажут тоже, кучо скал. Про корову не скажут ворпо скал, ну, если ее только не раскрасили, да, какая-нибудь, не знаю, вот. И пестрее сороки мои чулки. Да, тоже элемент традиционной одежды, когда надевали украшенные, там, вышитые, вязаные чулки. «Оди гине яратоне, тоде меда ойна щуэмме». У меня только одна любовь, знает ли она мое сердце, то есть что у меня на сердце. Угу. То есть вот на этой ноте музыкальной... Угу. Так, всегда хотел вопрос, да, всегда хотел понять, почему удмурты так любят именно эту песню. Выпуклый пример экстремально завышенной самооценки и самомнения. Обычно, как я понимаю, у удмуртов не принято выпендриваться. А почему вам кажется, что здесь? Здесь же сравнивается не с кем-то, что у татарки такой некрасивый костюм. Здесь красота девушки, причем абстрактной девушки, то есть здесь же не описывается конкретно. К сожалению, да, не принято выпендриваться, но мне кажется, можно было бы, да. Вот, не помешало бы. Вот. Ну что, значит, буртеуш, домашнее задание, что у вас будет? Да? Во-первых, будет на закрепление разделительного падежа, на закрепление сравнительных конструкций, плюс, и там я тоже в этих упражнениях напишу как бы такой, скажем, программа минимум и программа максимум, да, то есть тот, кто хочет, кто может, кто еще хочет углубиться, тот делает больше, у кого есть время, у кого нет времени, то вы делаете как бы базу, да, вот, и плюс тоже это, конечно, в зависимости от вашего времени, но это, мне кажется, большой, скажем, такое задание, которое позволяет и мне увидеть ваш уровень, и вам тоже, да, разобраться, написать автобиографический текст, но не с нуля, да, как бы не придумывая ничего, у вас будет основа. На прошлом уроке домашнее задание было из лабр-лабр, надо было заполнить пробелы, да, рассказ про Мартина, который живет во Франции, но у него там отец переехал из Италии и так далее, то есть там есть какие-то фразы, которые могут быть применимы в вашем рассказе. И плюс я еще вышлю один рассказ такого же плана, то есть биография кота Кузьмы, из Мары Малыща, там тоже надо сначала заполнить пробелы, потом посмотрите ответы ко всем заданиям я пришлю, то есть посмотрите ответы и тоже можете взять какие-то предложения из того текста, из Мары Малыща, который я вам пришлю. Вот, из лабр-лабр текст более простой, более понятный, в Мары Малыща больше такой еще не очень понятной грамматики, но, может быть, она не такая сложная и будет вам понятно, плюс я сделаю перевод рядом. Вот, поэтому, смотрите, программа минимум – это сделать упражнение по закреплению на разделительный падеж сравнительной конструкции. Программа максимум – это сделать плюс упражнение, все будет на самопроверку, плюс автобиографический текст, который мне можно выслать по почте, либо записать в виде видеоблога, да, то есть это на ваше усмотрение. Видеоблог как бы чем хорош? Тем, что вы это говорите, проговариваете, да, это большой плюс, то есть это какой-то барьер уже снимает. Да, переводы и ответы, да, хорошо. Вот, Таубаджим, спасибо большое. Арня Улыса, Пумичко, мы встретимся с вами через неделю. Это будет Даши Жиметлин Божо Толыжи.
Это будет 17 июня. Да, и потом мы плавно перетекаем как раз в такой сакральный период, когда нельзя шуметь до 12, ходить на речку до 12 и вообще вести себя очень прилично. Вот. Тау баджим, Арняу Сапомичком, вышлю вам всю презентацию, видео, вот, и речь. Если есть вопросы, пишите, да. Речь.